Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина. Карина. И сегодня мы посмотрим расклад «Пауза или конец». Я уж подсмотрела, какой расклад-то я делаю. Пауза или конец. И у меня будет 3 позиции, 3 камушка. Расклад будем делать на этой колоде. Смотрите, значит, это агаты, которые я вчера купила в магазине Талия. Вот такой вот первый агат, видите, у него какая красивая полосочка. Второй вообще шедевральный, вот такой. Вот. И третий. Вот. Вот такие у нас 3 камушка сегодня на позициях. Если кому-то нужны камушки на позициях, один из 3 выбирайте, да? Ну, а чаще всего выбирают по первой карте. Первая карта покажет, как вы видите ваши отношения с человеком, с которым у вас, вы не знаете, пауза или конец. Так вы именно сориентируетесь, правильно ли выбрали позицию. Ну, а дальше уже будем смотреть ваш расклад. Пункты. Скучает ли человек по вам? Испытывает ли чувство вины? Проявит ли он к вам инициативу для восстановления отношений? Какой будет итог ваших отношений? И пауза или конец? Вот такой расклад, такой план у нас сегодня. Итак, выкладываю напротив 3 камушков 3 позиции. Да? Итак, первый камень и первая позиция. Второй камень и вторая позиция, да? И третий камень и третья позиция. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Муха какая-то летает страшная. Итак, первый камушек. И как вы видите, значит, эти отношения, да, у нас паж пентаклей. Ну, паж пентаклей показывает, да, что вы вроде как стараетесь сберечь цветок этих отношений. Вот посмотрите, даже совы прилетают, новости приносят, а вы как-то в заточении сидите, да. Ну, то есть вы где-то в изоляции получаетесь. Конечно, эта карта показывает, что вы можете получать об этом человеке новости из внешнего мира, а сами вы стараетесь всеми силами беречь эти отношения, эту любовь и как-то ее в себе, да, вот как-то вот сохранять до тех пор, пока вы не восстановите эти отношения. То есть у вас есть явная надежда на то, что вы восстановите эти отношения. То есть вы друг к другу, по вашему мнению, очень привязаны, и, соответственно, вы друг друга любите, да, и все вот прям узнаете, справки наводите об этом человеке. Хорошо, давайте теперь смотреть, а скучает ли этот человек по вам. Ну, вообще, давайте посмотрим еще дополнительный пункт. А как человек видит-то ваши отношения тоже, да? Вот мы посмотрели, как вы видите ваши отношения, а посмотрим, как человек видит эти отношения. Давайте. Да, Господи, да кто ты летаешь вокруг меня? Прям жужжит. Рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов показывает, что этот человек тоже, но у него летучие мыши, да? Наводит справки про вас. Но я считаю, совы это как лучшие какие-то побуждения людей, которые вам что-то сообщают там. Или какая-то информация как бы получше, помудрее, да? А летучие мыши, информация потемнее получается, а вас идет этому человеку. С другой стороны, рыцарь жезлов говорит о том, что да, человек видит динамику, что вы действительно испытываете друг к другу чувства, испытываете страсть друг к другу и все такое прочее. И также пока что, ну, все равно заинтересован, мне кажется, в отношениях, но ты мой свободный дух не покоришь. Ну, то есть вся суть в том, что вы, возможно, покушаетесь, типа, на, как ему кажется, на его личное пространство или на его свободу воли. Или, типа, хотите серьезных отношений, а человек пока как бы сомневается в этом, да? Пока как бы не хочет.
Хорошо, давайте посмотрим, скучает ли этот человек по вам. Жрица. Вот такая карта сомнительная. По этой карте человек может быть с кем-то взаимосвязан еще. Особенно если это мужчина, в ваши отношения буквально может вмешиваться еще какая-то женщина. Вот. Но это может не обязательно быть соперница. Это может быть просто человек, ну там с кем он изменяет, да? Нет, не обязательно. Это может быть человек, который тянет одеяло на себя, всячески пытается завоевать внимание того человека, да, на которого вы гадаете. Перетягивает просто внимание. Но это не значит, что у них уже отношения, например. И может быть, что это вообще мама или начальница. Да? Но видно, что кто-то как будто что-то подмешивает. Поэтому сказать, что вот прям скучает, не могу, но думает о вас. Да? Как бы тайно думает человек. Но я вижу здесь уже магическое вмешательство. То есть не просто так у вас вообще произошло что-то в отношениях нехорошее. Это все равно благодаря какому-то магическому вмешательству, скорее всего, произошло. Испытывает ли человек чувство вины? Давайте посмотрим. 6 пентаклей. Вот мы здесь видим карту. Вот посмотрите, равновесие. А что это значит, да? Какое уж там чувство вины? Мы оба виноваты. И вообще... Здесь девушка прикармливает мышку, ну, большую мышку, да, здесь, наверное, нельзя говорить другое слово. Как-то YouTube не очень любит всякие, ну, как можете распознать, как плохое слово, да. И поэтому мышка, большая, очень крупная, дикая мышь, и женщина ей что-то дает, прикармливает. Вот понимаете, в чем дело, да? А не прикормил ли я змею на своей груди или что-то вот в этом духе даже может воспринимать. Как бы на чувство вины-то это сильно-то не похоже. И в руках весы, да, правосудия. Мы оба виноваты. Или мы оба не виноваты. Ну, как угодно, а не то, что я испытываю какое-то там чувство вины, да. То есть у этого человека вряд ли есть прям такое уж обалдеть какое чувство вины. Может быть, он даже думает, что в ваши отношения вмешались гадкие люди. Это да. Но не он виноват или не она. Проявит ли человек инициативу для восстановления ваших отношений? Лучше срок загадать. Вот загадайте срок. Итак, туз кубков, да. Этот человек захочет с вами восстановить, слава богу, отношения. Причем именно, смотрите, вот руки протягивают священную воду, лунную воду заряженную, ну, то есть эмоции. Я предлагаю тебе свои эмоции, свои чувства, да, я там тебя люблю, то есть признание в любви, инициатива. То есть романтика, инициатива здесь точно будут, вот обязательно будут. Поэтому я считаю, что хорошая карта. Эта карта действительно говорит, что да, человек захочет вернуть вас и ваши отношения. Это очень хорошо, очень. Каков будет итог ваших отношений в будущем? То есть и посмотрим, пауза или конец, и какой итог в будущем отношений ваших. 10 жезлов. Здесь у нас ведьма на костре. То есть, понимаете, отношения, когда одного человека обвинили во всем. Во всех, как говорят, смертных грехах, да? Это можете быть вы, кого распяли, может, это человека наоборот. Но это игра как будто в одни ворота. Есть толпа, которая обвиняет, и вот прощения тебе нет. Мы тебя сожжем на костре. И есть обвиняемое лицо, которое на самом деле вряд ли в чем-то виновато. Задумайтесь над этим, задумайтесь. Потому что можно обвинить иногда без вины виноватого, да? Давайте вообще посмотрим, а кто из вас виноват-то должен быть, да? И без вины ли виноват, или виноват правда? Давайте посмотрим, кто. Виноваты будете явно вы. Женщина здесь явно приносится в жертву по тройке кубков. Она прям тонет, да? Тонет. И виноваты ли вы правда будете? 6 мечей. А вот здесь у нас идет такая ситуация, что вы прижаты к стенке, как говорят, да? Условиями какими-то негативными, обстоятельствами. Вы вынуждены поступить определенным образом. То есть, по сути, вы не виноваты, но вас обвинят. Этот человек, которого вы гадаете,
вас очень сильно обвинит, вот типа нет тебе прощения, все. Вот я убедился или убедилась, вот. Поэтому вам можно предупредить это событие, пока вас карты изначально об этом предупредили, да. То есть вы можете сделать что-то сейчас, чтобы этого не произошло. Ну и смотрим, пауза или конец. Здесь мы видим карту мага. Нет, это точно не пауза. Отношения продолжатся обязательно. Ой, не конец, неправильно сказала. Отношения обязательно продолжатся. И, скорее всего, действительно по инициативе того человека, которого вы загадали. То есть так и есть. Но я вам еще раз напомнила, что да, отношения продолжатся, но итог этих отношений довольно печальный. Поэтому задумайтесь сразу и предупредите этот момент. Хорошо. Идем дальше. Позиция номер 2. Пауза или конец, да, вот такой у нас камень красивый. И первая карта, как вы воспринимаете сейчас ваши отношения. И здесь у нас колесо фортуны. Вот интересная карта, да, показывает, что вмешалась судьба. Вот вы так считаете. В ваши отношения вмешалась судьба. То есть какой-то ход событий был предопределен судьбой, высшими силами, случилось случайно это все, да. Вот вы на это не рассчитывали, не думали, что так получится. Что-то произошло спонтанно, куда-то понесло. Вот просто взяло и вас вот эти отношения, и вас вот в круговорот. И вот так понесло, повертело, покрутило. Понимаете? И, соответственно, раз повертело, покрутило, вы это воспринимаете, что и человек вам кармически дан, то есть это кармические отношения, с одной стороны, а с другой стороны, что сделаю против этой судьбы, да? Что я могу против вот этих невероятно тяжелых каких-то или странных, неожиданных обстоятельств? Вот. Ладно, если вы узнаете себя, давайте посмотрим, а как этот человек воспринимает ваши отношения сейчас, что он видит сейчас в ваших отношениях. Здесь у нас 5 жезлов. Вы видите, на этой карте борются персонажи, но их прям много. То есть, почему так произошло? Почему? Тут борются 5 человек, а не 2. Ну, в том и дело, да, что вмешались другие люди. И все как-то друг против друга настроены, считает человек. Вы поссорились, мол, из-за этих людей. И не только друг из-за друга, да, вы поссорились, а что еще кто-то внес свою лепту в эти отношения. Человек понимает, да, что не только вы оба тут что-то сделали, а еще кто-то постарался. Кто-то борется с вашими отношениями, правильно? Хорошо. Скучает ли этот человек по вам? А вот здесь у нас с вами королева кубков. Такая красивая. Ангел такой, да, светлый. И смотрите, руку протягивает с кубком. Почему так происходит, да? Это чувства, это эмоции, это любовь. Конечно, эта карта показывает, что человек очень сильно по вам скучает, особенно если вы женщина, по вашей красоте. А если вы мужчина, женщина предлагает прям вам свои чувства. Кубок со своими чувствами, да. Ну, а мужчина здесь скучает по эмоциям, по чувствам женщины, по ее красоте. То есть считает, что вы невероятно хороши, что вы очень красивы. Хорошо. Проявит ли... нет, испытывает ли человек чувство вины? Сначала смотрим, да. Испытывает ли чувство вины? 2 кубков. Ну, скорее не вины, а благодарности и любви, да, испытывает человек чувства. То есть, понимаете, в чем дело-то? Человек вас, скорее всего, любит. Знает, что вот вмешались там люди, да, там со своим скандалом, там настроили вас друг против друга, вы поругались, все. Но, надеюсь, сейчас не упадет камера. Ветер поднялся. Но при этом человек испытывает к вам не чувство вины, да, а любовь и благодарность. То есть все равно я тебя люблю. Понимаете? Да, вмешались, да, все плохо, я не виноват. Все улетело. Вот. Но вину не испытывает.
Проявит ли он инициативу для восстановления отношений? Лучший срок загадать в какой-то, да, определенный. Спасибо. Вот десятка мечей говорит, что ждет инициативу от вас. Такой Владимир Николаевич в моих очках, отражаясь, идет обратно. Ждет инициативу от вас. Сам не может проявить инициативу, хотя очень сильно любит. Интересно. Стоит ли вам к нему проявить инициативу или к ней? Сила. Да, однозначно. Стоит проявить инициативу, потому что человек реально не может. Вот почему-то не может. Может настолько себя считать не виноватым, да, в этой ситуации, что сам не может проявить, значит, вы должны проявить. Хорошо. Какой будет итог в будущем ваших отношений? Солнце – это счастливые отношения. Люди должны быть вместе и должны быть именно счастливы. Здесь большой потенциал у отношений. И действительно, вы можете быть очень хорошей парой, в счастливом браке, и все у вас может сложиться очень хорошо. Поэтому, если итог такой, значит, по сути, это должно быть не конец. Да? Ну, давайте посмотрим, пауза или конец. Рыцарь мечей. Все разрешится скорее, чем вы думаете. Но мужчина в этих отношениях резкий, даже если это вы, может поворачиваться темной стороной. Почему? Мечет гром и молнии, да? Получает какую-то негативную информацию, может быть сплетни, может плохие известия о вас. Если вы гадаете на мужчину или вы получаете о любимой женщине плохие известия, рвете и мечете, да? Но это не конец. Рыцарь мечей, кстати, запомните, никогда не показывает прям уж совсем конец отношениям, да? Он показывает не то, что даже паузу, а именно быстрое что-то, скорое, неожиданное разрешение данного конфликта, ситуации. Опять же, можно отрубить этот конфликт мечом, да, и этот спорный вопрос разрешить, правду сказать в лицо там, да, то есть как будто бы начинает вырываться у человека изнутри правда. Ну вот, может быть, конечно, еще какой-то скандальчик, ругань там, да, но все равно продолжение будет. Хорошо. Вторая позиция у нас закончилась. Третья позиция. Такой вот камень. И первая карта, как вы сейчас видите эти отношения. Вы видите их как шут. Но шут, смотрите, какой в этой колоде. Девушка вырвалась из замка и куда-то побежала. Как будто из плена вырвалась, да? Или, может быть, испугалась чего-то, привидений. Мы же смотрим особняк с привидениями, да, Таро. Может, испугалась чего-то и побежала. Вот здесь может так быть, что вы восприняли. Человек испугался отношений и убежал. Или человеку показалось, что вы его ограничиваете, и он вырвался на свободу, да, или вы вырвались на свободу. Хорошо. Нам нужно укрепить так, чтобы ничего не упало. Ветер поднялся. Мало ли начнет падать. Да? Итак, Владимир Николаевич, что 2 раза сходил, чтобы поднять все. Бедный. Спасибо большое. Как этот человек воспринимает ваши отношения сейчас? Король мечей. Ну, такой прям шахматная игра, да? Кто кого переиграет, кто кого перехитрит. То есть он с вами играет буквально в шахматную партию. Он такой черный ангел, да, хитрый, наполненный демонической энергией. То есть этот человек не пальцем делан, я вам скажу, если это мужчина. Такой жесткий тип. Играет с вами в шахматную партию, значит умный. В шахматы тупые люди не играют, как вы знаете. Поэтому он пытается сейчас вас переиграть, да? Ах, ты со мной играешь, я с тобой тоже поиграю. Давай продумаем ходы, да? Как я схожу сейчас? Вот он прям, я сейчас... Ну, а если вы женщину загадали, она тоже с вами играет, но считает, что вы такой темный, демонический мужчина, злой такой. Я тебя обыграю.
Или ты меня, может, обыграешь. Ну, тогда я сильно проиграю, говорит вам женщина. Хорошо. Скучает ли этот человек по вам? Король кубков, да. Особенно, если вы загадали мужчину, этот человек очень по вам скучает, испытывает массу эмоций. Да? То есть, на самом деле, чувства есть. Если вы женщину загадали, вот тут проблемка, потому что она может вызывать вашу ревность с другим мужчиной, при этом скучая по вам. То есть она вас может задирать, да? Такая женщина жесткая тогда получается. Играет с вашими чувствами, вызывает именно бешенство, чтобы вы испытывали чувство собственничества. Испытывает ли этот человек чувство вины? Королева мечей. Нет. Вот, понимаете, этот человек не умеет проигрывать. Он не то, что уж вину испытать, да, в этой ситуации. Смотрите, какой злой. Вот он вот постоянно падает, если честно, каким-то злым персонажем, да? Вот заметьте. Смотрите, какой злой. Неважно, женщина или мужчина. Мужчина может считать, что женщина злая виновата, какая-то еще третье лицо, да? Или вы злая женщина виноваты. Женщина может на принцип прям идти. Очень такой серьезно жесткий характер у нее. Дальше, значит, проявит ли этот человек инициативу по восстановлению отношений? Сколько народу идет. Надеюсь, они ко мне не подойдут. Девятка пентаклей. Этот человек очень может медлить, прежде чем проявит инициативу по поводу восстановления отношений. Тут очень много людей идет. И я такая говорю в камеру. Вот. И получается, как сказать, затягивает, получает о вас новости, информацию, наводит справки, интересуется, особенно в интернете, следит, все. Но при этом не проявляет инициативу, а как будто бы я потом, я чуть-чуть попозже, вот немножко погодя, вот еще чуть-чуть, да, и тогда я ее проявлю, эту инициативу. Двойка мечей, видите, закрывается от того, чтобы проявить инициативу, играет с вами. Хочет, чтобы вы проявили инициативу. Кто кого. Я более гордый человек, да. Я ни в чем не виноват, виновата какая-то женщина. Только не я, только не я. Вот, кстати, в этом раскладе все три позиции никто не виноват. Не хотят брать эти персонажи на себя вину, да. Какой будет итог ваших отношений? Стоит ли вам проявить инициативу? Давайте посмотрим. Стоит ли вам проявить инициативу, справедливость? Ну, вам нужно взвесить, кто действительно прав, кто виноват, проступить по правде, по справедливости. То есть тут вам нужно вот прям по своей совести поступать. Какой итог будет ваших отношений? Императрица. А вот это серьезно. Понимаете, с одной стороны, итогом может быть счастливый брак, да, причем с раскрытием потенциала, а с другой стороны, может вмешаться в игру какая-то женщина, которая все перебьет. Давайте посмотрим уточнение. Здесь у нас вышел аркан влюбленные, но, опять же, один человек следит за парой, да, которая влюблена. То есть, понимаете, здесь как третий лишний намекает. Вот карта намекает на третьего лишнего кого-то. Особенно на третью лишнюю женщину, если честно. И тут кто кого, понимаете? Вы императрица или эта женщина? Или если вы мужчина, вы гадаете на кого? Вот она, в вашем понимании она и есть центральная императрица, да? Или еще какая-то женщина для вас важнее и лучше? Ну, вообще, вот рыцарь кубков показывает, что потенциал у отношений есть, и это может быть брак и счастливая любовь. Но все-таки с треугольником вам нужно разобраться. Кто-то может тоже хотеть быть с вашим человеком, да? Это важно вам разобраться с этим. И пауза или конец. И иерофант, изгнание, да? Карта показывает, что на самом деле потихоньку негатив из этих отношений выйдет. Хотя, может быть, нужна и чистка. Тут, видите, девятка мечей, она показывает, что идет прям депрессия по этому поводу, нагнетание ситуации, но при этом десятка пентаклей, который говорит о продолжении серьезных отношений, именно серьезных.
Но я говорю, вам тут прям разруливать надо вот эту ситуацию, потому что действительно могут быть и козни, и происки врагов, и негатив здесь, да, и женщина какая-то. Поэтому будьте осторожны, но быть вам вместе действительно можно. Добиться этого можно. Ну, вот такой вот расклад сегодня. Всем спасибо за внимание. Пишите, у кого что срезонировало. И когда вы помиритесь, обязательно пишите. До новых встреч!